Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите телеверсию первого онлайн-журнала Якутии «Умный город». С вами Елена Амосова. В рамках 8-й межрегиональной специализированной выставки «Дом-2014. Современная усадьба» 24 сентября прошел круглый стол на тему «Архитектурное наследие города Якутска». В Якутии под охраной государства находится всего около 100 памятников архитектуры, представляющих историко-культурную ценность. С каждым годом архитектурных памятников и исторических зданий в нашем городе остается все меньше. Некоторые из них исчезают по причине естественного старения, другие сносят, чтобы освободить место для новой стройки. Третьи переделывают до неузнаваемости. Проблеме сохранения памятников деревянного зодчества был посвящен круглый стол, в котором приняли участие архитекторы, историки и журналисты, все те, кому не безразлична проблема сохранения памятников архитектуры. Есть у нас проблема города, да, сохранения памятников архитектурного наследия. Его выявить в одном месте, как, например, сейчас очень проблема стоит, как Залога, да, то есть в этом районе сейчас начинают уже 2 объекта сгорело, да, то есть эта проблема уже возникла, то есть они горят. И мы начинаем действовать, что вот этот район должен быть как бы сохранен и проблему эту решить. С помощью вот архитектуры, Ирина Дмитриевна правильно говорит, архитектурного конкурса, да? Мы сейчас в городе Якутске уже теряем целую группу строений, которые были построены в годы войны, да, в 50-х годах. Да? Можно было бы так менять в обязанности, то есть возложить в обязанность застройщикам, чтобы они, когда вот начинают строить на этом участке, сделали бы обмеры тем строениям, вот, которые не сносят. Да. И можно сделать какой-то фонд или в архиве, можно и там не сдать. Последующие годы, последующие века там могут посмотреть будущие архитекторы, как там строили, это уже на бумаге. Наша кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства, мы, например, вот в кадровом плане мы в силах на себя взять какую-то часть по реставрации, то есть мы можем готовить специалистов, у нас есть специалисты. Мы можем вот в этом плане как-то консолидироваться при организации, например, тех же реставрационных мастерских, или же мы можем сделать какие-то экспресс-курсы, ну не курсы, а как сказать, готовить на базе, скажем, образования, да, готовить реставраторов. Очень много людей, которые заинтересованы в охране памятников истории и культуры, и нам всем нужно как бы сконсолидироваться и начать что-то делать вместе. Пришло время создать все-таки общество или фонд наследия архитектурного города Якутска, поднимать этот вопрос перед городом Якутском, перед Министерством культуры. Начиная с 2015 года мы вот по линии нашей общественной организации хотим провести архитектурный конкурс с привлечением всех вот как раз сфер, которые заинтересованы в области охраны памятников истории и культуры. Поэтому мы ждем всех людей, желающих поучаствовать в таком проекте, бизнесменов, предпринимателей с их предложениями в том, как они могут участвовать в восстановлении памятников истории и архитектуры. Сегодня должны проводиться многочисленные публичные и научные мероприятия, призванные привлечь внимание как официальных органов, так и широкой общественности к памятниковедческой проблематике. Охрана наследия – дело общенародное, общенациональное и зависит в немалой степени от каждого из нас с вами. Сохранить бесценное историко-культурное наследие, оставленное нам нашими предками для будущих поколений, мы сможем только общими силами. Привлечь покупателей, поднять продажи, стать известными. Это легко. Мы вам поможем. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Отличный результат гарантирован. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70.
Агентство «Недвижимость» в Якутии. 6 лет на рынке недвижимости. Продано более 6500 квартир в новостройках, более 9000 на вторичном рынке жилья. Оформлено около 16 тысяч сделок. Мы ваш ориентир в мире недвижимости. На этом мы прощаемся с вами. Вы смотрели первый онлайн-журнал Якутии «Умный город». Читайте нас на iGorod.pro.